Youth of Ukraine. Вам слово. Модератор. Я представляю правозащитную организацию Freedom for Eurasian. Уважаемые коллеги, в своем сегодняшнем выступлении я бы хотел коснуться вопросов политических беженцев, преследуемых в своих странах. Они сталкиваются со многими проблемами, но есть несколько моментов, на которых хотелось бы обратить особое внимание. Прежде всего, я хочу подчеркнуть использованием государственных международных механизмов для преследования своих граждан за границей. Республика Таджикистан активно принимает транснациональные инструменты, такие как красное уведомление Интерпола, межгосударственный розыск для преследования политических беженцев. Эти механизмы уже давно продолжают многие лета использовать для охоты на людей, покинувших страну в поисках убежища, особенно в странах Европейского Союза. Снять красное уведомление – это сложная процедура, которая может длиться месяцами, в то время как беженцы не всегда имеют доступ к правовой помощи. Например, недавно правительство Таджикистана запросило экстрадицию Ситромо Ибрагимовой, обвиняя объявив ее в международный розыск через Интерпол по сфабрикованным обвинениям. Правозащитные организации, также и наша организация, обращались к властям Бельгии не выдавать Ситромо Ибрагимову в Таджикистан. Вина ее заключается только в том, что она является женой преследуемого в Таджикистане активиста Мурадали Халимова, который был осужден на 23 года. В последние годы европейские власти депортировали в Таджикистан политических активистов Абдулла Шамсидинова, Белола Курбаналиева и Фаруха Икромова. Абдулла Шамсидинов, активист Исламской партии Возрождения Таджикистана, приговорен к 7 годам лишения свободы, а член политических движений группы 24 Белол Курбаналиев приговорен к 10 годам лишения свободы. О судьбе Фируза Икромова до сих пор неизвестно. В связи с этим я обращаюсь к международным организациям и государствам членов ОБСЕ с требованием усилить защиту прав политических беженцев. Нужно создать белую прозрачную процедуру для оспаривания красных уведомлений и укрепить правовые гарантии для лиц, ищущих убежище. Мы также наблюдаем тревожные тенденции западной демократии, все реже прислушиваются к рекомендациям правозащитников. И вместо этого предпочитают сотрудничать с авторитарными режимами по вопросам беженцев. В 2022 году представители миграционной службы Германии организовали встречу беженцев с представителями посольства Таджикистана, что грубо нарушает международные нормы. Беженцев допрашивали представители власти Таджикистана. Спасибо, господин модератор.